Кыргызстане решение проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой и улучшения санитарно-гигиенических условий на селе возведено в ранг общей национальной задачи. На территории страны числится 1805 сел, из них 725 сел не имеют достаточного доступа к централизованной питьевой воде. В 396 селах вообще отсутствуют водопроводные сети, население которых вынуждено пить воду прямо из арыков. Стоит отметить, что в Кыргызстане сельских общественных объединений потребителей питьевой воды насчитывается 663, и только половина из них функционирует. Недостаток воды питьевого качества в южных регионах республики обуславливает высокий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в связи с чем в Кыргызстане стояла необходимость более тщательного и детального изучения проблемы и ее решения. В 2013 году ПРООН в Кыргызстане запустил новый проект по питьевому водоснабжению и санитарии, который является частью глобальной инициативы GoalWash. Главной целью проекта является обеспечение более устойчивого и справедливого доступа сельских жителей к безопасной питьевой воде и санитарии. До 2013 года у нас действительно не было координирующего органа при поддержке ПРООН. В начале этого года образовали новую координационную комиссию, во главе которой это первый вице-премьер-министр Кыргызской республики Карашев Алла Азимович. Членами являются все ключевые министерства, которые так или иначе имеют отношение к обеспечению питьевой водой. До этого времени доноры проводили работы по решению проблем с питьевой водой только на окраине столицы Кыргызстана. В отдаленных селах страны эта проблема оставалась нерешенной. Координационная комиссия берет на себя обязательство взять под контроль каждое село республики. Мы сделали определенную работу, проделали. Во-первых, мы провели несколько заседаний рабочей группы. В этом вопросе нас здорово поддержала опять-таки программа ПРООН GoalWash. Мы сейчас работаем по всем направлениям, и по направлениям системы водоснабжения, по направлению водоотведения, санитарии. Работаем в координации под началом нашего департамента. А для изучения проблемы и ее решения в отдаленных селах страны нужна была более точная информация. Так таковой до этого не было. При поддержке проекта GoalWash в системе государственной статистики была введена новая форма отчетности – питьевая вода в сельской местности, которая дает четкую картину текущей ситуации в стране. И теперь информация о количестве колонок, о доступе к централизованной питьевой воде в селах страны у Нацстаткома как на ладони. Система государственной статистики, она построена таким образом, что у нас есть система классификаторов. И по этой системе классификаторов на сегодняшний день мы можем себе позволить дифференцировать разрез информации вплоть до уровня ЛОКМТ. Сколько есть, например, водопроводных установок, сколько из них работающие, на каких трубах и какого года они работают, с какого бюджета и средств доноров. Понимаете? То есть это вся информация. То есть, если, скажем, наши лица, принимающие решения, вовремя будут реагировать и читать эти цифры, то я думаю, что, в принципе, ситуация с управлением с питьевой водой населению, она будет стоять, довольно, должна принять уже хорошие форматы. В рамках проекта GoalWash в Волжской области были созданы 2 учебных центра. Мониторинговый центр «Ваше» призван помочь в решении проблемы обеспечения питьевой водой южного региона страны. Это учебный центр по подготовке и повышению квалификации кадров в секторе питьевого водоснабжения. В центре получили знания 186 специалистов со всего Кыргызстана. Благодаря проекту проблему питьевого водоснабжения местными общинами и органами местного самоуправления решаются сообща. Кыргыз Республикасының туруктуу өнүктүрүү стратегиясында өзүнчө бир блок менен кирди. Жана мен айтып кеткендей 4 чекит, 6 чекит деп кирди. Бул аябай көп иш-чараны камтыган блок болду. Мында президент бизге тапшырма коюп атат. 2017 жылга чейин Кыргызстанда 50 айылдан кем эмес таза сууну куруу. 40 райондун борборунда 2017 жылга чейин жана техникалык сервистик борборлорду түзүү. Бул да аябай чоң маселе. Вместе с нашими партнерами из ПРООН мы работали по улучшению
и усилению потенциала Департамента по развитию водоснабжения и водоотведения Кыргызской Республики. В частности, мы вместе помогали обучающему центру ВАШЕ, основная роль которой заключается в том, чтобы сотрудники, да и все люди, которые заинтересованы в улучшении доступа к водоснабжению, они имели побольше информации о том, какова ситуация, что требуется сделать и какова на сегодняшний день государственная политика в данном секторе. В рамках проекта были проведены мероприятия по повышению управленческого и координационного потенциала специалистов в этой области. Была оказана экспертная и техническая поддержка местным сообществам по улучшению системы водоснабжения. Проект был реализован в течение 2013-2015 годов. ПРООН совместно с Государственным агентством по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при правительстве Кыргызской Республики. Кроме этого, в проекте приняли участие 4 пилотных местных сообщества аильных аймаков Ошской и Баткенской областей. Мы провели ряд обучающих мероприятий, мы провели исследования на уровне села, выявили основные проблемы. В нашей работе мы очень активно подключали местное население, Аил Өкмөтү, Аильный кеңеш, районную и областные администрации, которые являлись нашими основными партнерами. В рамках проекта пилотными аильными округами были выбраны Карабак и Дара-Баткенской области и Саламалик и Каракулджа Волжской области. В южных регионах Кыргызстана особо остро стоит проблема с обеспечением доступа к чистой питьевой воде и вопросам санитарии, что послужило обоснованием для отбора данных пилотов. В рамках программы ПРООН проводились семинары по водоснабжению, и местные жители могли обменяться опытом с представителями других регионов, обучаясь навыкам устранения проблем. В селе проводились не только разъяснительная работа по целесообразному пользованию водой, также создали ассоциацию пользователей чистой воды. За исправностью насосов и монтажными работами следят сельчане. Биздин суу каерден келгенин деле билбейт элек. Ошо акция өткөргөндөн акцияны бир буске салып алып, баарын алып барып, ошол туура таштагы насосубузду көрсөтүп, насостун мынанча метр глубинный труба менен көтөрүлөт, мына жерден барат, мынча 15 километрден барат силерге деп жатып көрсөткөнүбүздө, бул жердин астынан электр энергия менен барат турбайбы? В общей сложности питьевой водой было обеспечено более 26 тысяч человек в Волжской области. В Баткенской области доступ к питьевой воде получили 850 жителей. Благодаря проекту «Голвож» были улучшены гигиенические условия 670 учеников Волжской области, улучшены санитарно-гигиенические условия для 80 детей детских садов и 6 тысяч посетителей ФАП села Карабак Баткенской области. Саламалик – это село в горной местности Узгенского района. Последние 15 лет жители пили воду, пробивающуюся сквозь запруду. Программа «Голвож» внесла неоценимый вклад в улучшение здоровья местного населения. 2353 человека получили возможность пить чистую воду. В Каракулджинском Аил Өкмөтү раньше люди пользовались обычной водой из родника. Сейчас совместными усилиями и финансовыми вложениями Аил Өкмөтү начал ее дезинфицировать, добавляя хлор. Более 23 тысяч человек были бесперебойно обеспечены чистой питьевой водой. И это только один из примеров. Такие же мероприятия были проведены и в других селах Ошской и Баткенской областей. Карагыла мал жакындабасын, сууду үнөмдөйлөй деген жыйынтыктар болуп, өзүбүз ичип жатканыбыздан кийин таза суудун акчасын убагында берели деген түшүнүктөр пайда болду. До 2025 года Координационная комиссия взяла обязательство построить в 425 селах сети водопроводов, а в 27 районных центрах систему канализации. Также в 19 городах страны провести реабилитацию системы водоснабжения, на что потребуется порядка 23 миллиардов сомов. В связи с чем Национальная комиссия намерена обратиться в международные организации с просьбой оказать финансовую и техническую помощь. Как всем известно, в последнее время обеспечение питьевой водой населения остро стояло до недавнего времени, но правительство Кыргызской Республики назвало это направление приоритетным направлением. В этом секторе помощь ПРООН, это значительная помощь, особенно программа «Голвож». В прошлом году, позапрошлом году мы очень тесно поработали с вами. Этот проект не только она сработала в двух областях, она объединила многих партнеров. Учитывая
тесный контакт, учитывая, значит, совместную работу за оказанную помощь в развитии данного сектора. Мы в прошлом году отметили координатора этого проекта, господина Гребнева Владимира, почетной грамотой Кыргызской Республики. Это, я думаю, очень хороший показатель в этом секторе. Благодаря проекту «Goal Wash» доноры нескольких организаций объединили свои усилия и решили проблему доступа к питьевой воде 100 тысяч людей в 2 областях. Таким образом, проект внес большой вклад в улучшение здоровья целой нации.